Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. От каких событий у вас перехватит дух? Давайте посмотрим, что настолько вас удивит, что шокирует, что даже дыхание ваше собьется. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свои временные рамки, и пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, интересно. А вам повезет. Вот перехватит дыхание в момент, когда вы понимаете, что вам везет, что это какое-то везение, которое ни с того ни с сего, ну как на голову падает, да, само в руки идет. А в самой неожиданной ситуации, когда вы не то чтобы не ждете, когда вы даже об этом не думаете, на это не надеетесь, когда уже кажется, что все случилось, все решилось, там никто не поможет, там отказ, отбой, запрет. И тут раз, и вы проходите, раз, и вам дают согласие, вас там принимают, встречают, что-то вам отдают, выдают, и вы думаете, кто бы мог подумать, это сон, это не наяву происходит, да, ущипните меня, да, такие мысли там сами себе на ногу можете наступить, да, чтобы проверить, сон это или нет. Но вот идет мне везение, вот как с неба падает, с неба. Особенно вот если вам в последнее время не везло, либо в принципе по жизни, да, вам не везет, либо вы не рассчитываете на везение, не было таких событий, что вот вы могли сказать, мне повезло. И тут такое. Вы заслужили это. Вы это заслужили, вы это заработали. Просто, что так все неожиданно произойдет, это да, но обычно оно так и происходит. Вот повезет, так повезет. У кого-то это какое-то замечательное стечение обстоятельств, да? Оказаться... Нет, это не про оказаться в нужном месте в нужное время. Нет, это нечто большее. Вот как раз мне идет энергия того, что вы разочарованы, что вы опустошены, что вы думаете, ах, как всегда, да, мимо. Либо, ах, так жаль, да, так хотелось. И тут раз, и разворот просто на 180. Да, вам говорит, извините, мы ошиблись, да, извините, там, вы нас неправильно поняли, либо там у нас сотрудник балбес. И вот как... Дают, мне идет, что дают, принимают, открывают перед вами двери, да, вот как-то так мне идет. Тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, дай Боже, и побольше, и почаще, да, пусть везет. Дальше, у вас перехватит дух от того, что какой-то человек с вами заговорит. Уж не знаю, что это за человек, может, королевских кровей, на кого у вас такая реакция будет, но этот человек ни с того ни с сего начнет с вами говорить, общаться, что-то вам предлагать, не знаю, рассказывать, помогать чем-то, на словах, да, обещать вам помочь. И вы прям обомлеете. И еще больше перехватит дыхание, чем вот в момент везения. Вам сложно будет из себя какое-то слово выдавить. Вы будете стоять и моргать, да, как будто бы онемели. Может быть, этот человек вам нравится, да, нравится. Этот человек как-то не особо уделял вам внимания, может, вообще как-то сторонился вас. А тут на тебе, да, подбегает, за руки хватает и говорит, я так восхищен вами, да, я так влюблен, там, пойдем на свидание, там, пошли сразу в ЗАГС, зачем нам свидание? Конечно, утрирую, но тем не менее. Может быть, это начальник, да, вы работаете на огромном предприятии, вы с этим начальником в глаза не виделись, но где-то видели его там на фотографии, и тут вы на своем рабочем месте какие-то дела делаете, и бац, там голос за спиной, и это голос вашего начальника, и он очень уважительно там спрашивает, как у вас дела, есть ли у вас какие-то замечания, там, пожелания, какие-то трудности, либо вы хотите чем-то поделиться, вы просто обалдеете. Еще мне почему-то идет, что вас по имени назовут. Да? Вот для вас это будет прям вообще такая точка.
ударная. Ну, то есть мало того, что человек заговорил, так он еще знает, как вас зовут, понимаете, знает, значит, он интересовался, значит, он наводил справки, да, значит, уже интерес у человека был. Ну, будет здорово, будет здорово. Вообще будет классно, там, если кто-то вас снимет, да, вашу реакцию со стороны, как вы выглядите, какая вы беленькая, да, как полотно, либо беленький, если вы мужчина. Ну вот мне идет, что с вами кто-то заговорит, и это будет прям вау, да, сюрприз. Ну, что есть, то есть. Главное, чтобы толк от этого был, да, чтобы это было взаимно, чтобы это было выгодно, интересно и полезно, да, это самое главное. Дальше, мои хорошие, у вас перехватит дыхание от возмущения, а возмущение ваше связано с вашими близкими людьми. Возможно, ваши близкие там нашалили, либо что-то такое учудили, и вы об этом узнаете. И узнаете не от них, а узнаете от каких-то совершенно, не знаю, там, посторонних людей. Ох, как же вы будете пар из ушей пускать, да, из ноздрей. Скажете, вот тут накажу, честно, никого не помилую. Тут будут разбирательства, ваши родственники тут прям пригнулись. Ну, знают, наверное, да, что у вас рука тяжелая, что вы не помилуете, что вы разнесете в пух и прах. Но с другой стороны, во-первых, очень правильно, что вы узнаете, да, потому что вы можете решить любую проблему, у вас к этому особый талант. Вы вообще самый выдающийся представитель своей семьи, да, в принципе, может, и человечества, да. Вы умеете решать проблемы, для вас нет невозможного ничего. Да, хорошо, что вы узнаете, и хорошо, что вы вмешаетесь в моменте, когда еще можно все изменить. И второй момент, у вас накопился стресс, и я это вижу. А тут ваши, значит, родственники дают вам повод выпустить пар. Понимаете, это и для здоровья хорошо. Вот прокричитесь, ногами протопаете, да, и стресс уйдет, и кортизол у вас, это адреналин выделится, кортизол понизится, и все будет хорошо. То есть спать потом будете прекрасно. А вот ваши родственники будут еще долго вину свою заглаживать и будут ходить на цыпочках с такими, знаете, опущенными лицами, глазами, будут бояться посмотреть вам в глаза. Ну и для них будет наука, да, чтобы не тихушничали. И для вас, видите, вы вовремя вмешаете, да еще и пар выпустите. Вот. Кстати, если у вас есть эти проблемы, да, когда стресс накапливается, ходите в тренажерный зал. Либо еще можно попробовать ходить в сауну и окунаться в холодный бассейн. Ну, надо окунаться с головой. Если у вас есть кардиопроблемы, конечно, это совет не для вас. Опять же, прежде чем что-то делать, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Это самый правильный подход. Хотя, в принципе, вы все люди очень умные, да, вы и без меня это знаете. Так, дальше. Вас очень сильно удивит. Ну, тут не буду говорить, что перехватит дыхание, это просто будет удивление. Удивление такое, брови поднимутся, домиком станут от тех событий, которые, скорее всего, на работе у вас будут происходить. А там будет чему удивиться. Вы все разные, каждый работает в своей сфере, кто-то работает сам на себя, кто-то работает по найму, кто-то работает в маленькой фирме, кто-то работает на огромном предприятии. У кого-то маленький бизнес, у кого-то прям масштабы. Но, тем не менее, перемены придут извне. Очень похожи на какие-то законы, нормативные акты, на какие-то странные инструкции. Да? Ну вот, знаете, как будто бы для определенной категории сотрудников, да, либо предпринимателей. То есть для кого-то это будет прям кабала и все, конец всему, а для кого-то это прям время возможностей, когда вот все, что казалось мечтой, становится реальностью. Ну, допустим, да, людей там массово что сокращают, да, вот такой, это пример, это просто пример, да, людей массово сокращают, но особо востребованы определенные профессии, а вы, например, являетесь представителем этой профессии. То есть куча людей пойдет на свои хлеба, а у вас, наоборот, карьерный рост. Либо резко вырастет спрос именно на ваши товары, либо на ваши услуги. Либо, там, не знаю, святой воды правители попьют и вдруг решат там, сделать какие-то налоговые льготы, да, для предпринимателей. Но вот идет мне такое что-то, что оно
крайне удивительное и крайне ненормальное. Да? То есть его нельзя предсказать, его нельзя предвидеть. И даже немножко на абсурд похоже. Да? То есть для кого-то это все падение ниже некуда, а для других людей это просто вот мечты воплощаются, предел мечтаний там прорван давным-давно, да, уже там перешли в этот предел мечтаний и летите в космос. То есть такие удивительные вещи, которые никто не ждал, да, никто не мог предсказать, никто не мог угадать. Так, еще показывают мужчину. Здесь мужчина между двумя женщинами становится и как-то вот так руками делает, знаете, как в растопырку. Мужчина, который то ли характер проявит, то ли он вдруг таблетку для смелости съест. Вот был таким рохлей, тюфяком, а тут такой раз боевой такой дядя вмешивается, и женщину он уже не боится. Он выходит и вот как бы разделяет женщин, да, вот между ними становится и в растопырку. Мужчина, который скажет свое слово, да, мужчина, который, скорее всего, молчал тихо в тряпочку, и все уже как бы принимали как должное, либо смирились с тем, что он такой абсолютно пассивный, абсолютно ведомый. И тут он вдруг такой включает звук на полную громкость и заявляет там свои требования, свои пожелания, либо женщинам указывая, да, кому куда идти, и чтобы я там типа этого не видел и не слышал. Вы смотрите на этого мужчину, и вы им гордитесь. И говорите: боже, неужели, да? Я в душе верила, да? Я так и надеялась, я за это молилась, чтобы ты голос обрел, чтобы ты смелость обрел, да? И вот наконец-таки это случилось. То есть мужчина вас не подведет. Возможно, это ваш, не знаю, брат, да? Брат, женатый на какой-то не очень адекватной женщине, и плюс там, не знаю, кто там, любовница его, да, либо пусть будет там еще какая-то женщина. То есть у мужчины появляется голос, и мужчина заявляет о своих, скажем так, желаниях и правах. И женщины его слушают, реально слушают. Может, это ваш сын, да, может быть, там свекровь и не свекровь, это теща, да, по-моему, называется теща, и ваша невестка из сына веревки вили, а он был прям такой послушный, безотказный, и тут у него раз голос прорезался. Может, это еще какой-то дорогой вам мужчина. Вот вы гордитесь, вы думаете: как здорово, да? Вот так надеялась, что это случится, и, слава Богу, дожила это, своими глазами увидела. Это гордость, да, гордость. Радость, гордость. Не могу сказать, что это шок. Да, это удивление, конечно. Но здесь больше положительных эмоций ваших показано. Так, еще возможность сэкономить. Возможность сэкономить, причем сэкономить конкретно. Да? Это не какая-то мелочь, это не какие-то там мелкие скидки. Это прям экономия, чуть ли не в полсуммы, а может даже и больше у кого-то отыграется. Вас кто-то просветит, вас кто-то научит. Либо какой-то, не знаю, там очень открытый, добросовестный там сотрудник, да, скажет, посоветует, что вам сделать, как поучаствовать там, в какой-то программе там, лояльности, либо скидочной программе. Это хорошо, это приятно. Это возможность сохранить свои деньги, обрести там товар, либо услугу, либо какую-то оплату сделать, да, но и при этом остаться с деньгами, а не с пустым карманом. Экономия здесь налицо, и экономия просто замечательная. И тот человек, который вам подскажет, который вам на это глаза откроет, вам захочется отблагодарить этого человека, да, в ответ что-то хорошее сделать, да, либо хотя бы какой-то там маленький подарочек купить. Потому что человек не обязан был этого делать, но для вас сделал. А может быть, это и не сотрудник, да, может, это вообще какой-то там отстраненный человек. Не знаю, в интернете вы подсказку найдете на каком-то форуме, там, где знающие люди не зажимают информацию, но делятся, да. Что есть, то есть. А может еще, знаете, как у кого-то есть программа лояльности, и этот человек скажет: хочешь там, типа, давай, типа, я от себя это делаю, да, ты получаешь мою лояльность, и у тебя будет такая хорошая скидка. Еще такое может отыграться. Но то, что вы сэкономите, это прям 100%. Дальше, мои хорошие.
показывают, как что-то исполнится, но вы про это уже как не думаете, либо вы этого уже не хотите. Знаете, это как несколько лет назад вы загадывали на какое-то желание либо мечту и очень сильно хотели, но ничего не происходило. Прошло время, у вас мечты уже поменялись, у вас уже там все 10 раз поменялось. Теперь вы уже о другом мечтаете, либо вообще ни о чем не мечтаете. И тут вы получаете свою мечту. То ли кто-то вам исполнит, то ли оно само собой исполнится. И вы думаете, ничего себе, да, и 10 лет не прошло, а вот оно случилось. И у вас такое смешанное чувство. Ну, в принципе, мечта исполнилась, надо порадоваться. Но с другой стороны, вы уже о другом мечтаете, вы другого хотите. Как будто там, знаете, небесная канцелярия отстает. И причем так отстает конкретно, на несколько лет отстает. Но с другой стороны, грех жаловаться. Ну вот исполнилось же, да. Может, вы, допустим, какой-то человек вам исполняет, да, ваш любимый, там, вы просили что-то, а у него денег не было, возможности, да, не было. А тут появились, и он такой, она же там 5 лет назад хотела там какую-то вещь. Вот сейчас я и куплю. Но это было 5 лет назад. Но с другой стороны, это же подарок, да, это же мечта исполнилась. Ну, такое двоякое ощущение, но в принципе приятно, да, если в целом так отгородиться от всего того, что я наговорила, да, в целом вам будет приятно. Ну вот исполнение, мечта в руках, все. А вы на нее смотрите и думаете, что делать? Смеяться, радоваться, печалиться. Что мне с этим делать? Да, хотела, но хотела давно, уже не хочу, уже хочу чего-то другого, но тем не менее. Дальше, мои хорошие, показывают какое-то серьезное глобальное событие, которое тоже произведет на вас очень сильное впечатление. Вы долго будете об этом думать, а вы много будете об этом говорить. И вообще эта тема, она прям муссируется, да, в медиапространстве, да, в инфопространстве. То есть телевизор включаешь, там про это говорят, включаешь там, не знаю, там тот же ютубчик, сразу у тебя видео на эту тематику. Заходишь там в интернет, все про это только и говорят. Выходишь на улицу, то же самое, да, эта тема, она просто вот летает в воздухе. Событие, я не могу сказать, какое, хорошее либо плохое, потому что не показано, просто показано с левой стороны. Но это событие заставит вас о чем-то прям конкретно и серьезно задуматься, о чем-то серьезном. И у кого-то еще отыграется, что благодаря этому большому глобальному событию для вас какая-то ситуация развернется другой стороной. Какая, не могу тоже сказать. Ну, вы все разные, поймите, это общая отсыпка. Но вот как будто бы была убывающая луна полумесяца, теперь растущая стала. То есть то, что подавалось как невозможное, становится реальным. Либо там, где был запрет, будет разрешение. Там, где было плохо, станет хорошо. А может быть, вообще все, знаете, вот радикально местами меняется. Не знаю, повлияет. И повлияет очень сильно. Но это какое-то глобальное событие. Как отголосок пойдет этого глобального события, и конкретно на вашу какую-то ситуацию ложится максимально положительно. Может быть, даже что-то плохое где-то случится, допустим, да, но на вашу ситуацию это хорошо ляжет. Но бывает такое, бывает. То есть поживем, увидим. В любом случае это глобальное событие, по-любому вы об этом узнаете. А дальше уже посмотрите, примерите к своей ситуации, как это на вас ложится. Но мне идет, что Луна местоположение меняет, да? Была убывающая, теперь превращается в растущую. Но это хорошо. Это очень и очень хорошо. Кстати, вот смотрите, да, вот идет мне такая тема примера, что, например, какое-то открытие в медицине, да, глобальное событие, какой-то препарат, медикамент, не знаю, что-то вот, что помогает, лечит. А у вас, например, диагноз, не дай бог, да, либо у кого-то из ваших родственников, и вам сказали, что, ну, там, типа, ничего такого нету, что может вылечить, это там хроническое, ну, типа, будет всю жизнь, там, терпите, привыкайте, да. А тут вы узнаете, что вот лекарство нашли, что можно приобрести это лекарство и, например, вылечиться, да, как пример.
А может быть что-то и другое, может не обязательно со здоровьем связано. Но тут именно, да, подразумевается глобальное событие, не местечковое, не то, что вот там в вашей жизни, рядом с вами, там, даже в вашей стране, а то, что во всем мире происходит, да, на весь мир идет. Так, дальше. Вот здесь показано очень приятное удивление, но тут смелость нужна и время. Вы с кем-то пообщайтесь на тему там, денег, зарплат, образа жизни, там, бюджета и прочее, прочее. Человек вам прям выдает базу и говорит, что вот есть там стопроцентные варианты, без особого там риска, без особых вложений, можно что-то вот делать и неплохие деньги зарабатывать. Но на это нужно время и, понятно, что нужно отработать, либо заработать, и тогда ты получишь. И вас эта тема заинтересует. А заинтересует она вас тем, что вы еще о таких способах и видах заработка никогда раньше не слышали. И вы скажете: ничего себе, вот это я от жизни отстала. Либо скажете: ничего себе, почему никто про это не знает, никто про это не говорит. Может быть, это какой-то новый вид бизнеса, там, вид деятельности, мир меняется, там, спрос меняется, потребности меняются. В общем, вы узнаете, и вам эта тема зайдет. То есть вы так к себе примерите и скажете: почему бы и нет. Просто нужно выделить время, да, нужно на это решиться, выделить время, либо уделить этому время для того, чтобы начать зарабатывать. Мне вот прям так и идет, что, возможно, вы не сейчас, не в тот срок, который загадали, да, вы начнете этим заниматься. Но в тот срок, который вы загадали, вы об этом точно узнаете. И будете об этом постоянно думать. Чем больше вы будете об этом думать, тем больше вы будете приходить к мысли, что а почему бы и нет, да? А почему бы и не попробовать? И вы точно попробуете и точно не пожалеете, потому что у вас событие показано с правой стороны. То есть эта информация ваша для вас и для вашего будущего. Информация не только познавательного характера, но и имеющая под собой ценность, да, несущая в себе ценность. То есть, я так понимаю, что не всем дано зарабатывать либо улучшать свой бюджет семейный, там, финансовый. А у вас такая возможность будет. Может, вы об этом мечтали, может, вы об этом просили, там, загадывали на это, да? Там, высшие силы, дайте денежек побольше заработать. И высшие силы такие: хорошо, раз просишь, дадим, да? Тебе дадим. Ты хорошая девочка, либо хороший мальчик, тебе мы дадим. Вы будете этим заниматься, но не в тот срок, который загадали. Попозже будете этим заниматься. Просто вам время нужно, да? Выделить время, либо что-то, может быть, скорректировать в своей жизни, там, рутину, расписание, график, да. То есть время, чтобы к этому прийти, вот. Нужно будет время. Дальше, мои хорошие. Тут либо для пары показывают, для людей, которые в паре, да. Может быть, еще как вариант, что вы живете, допустим, со взрослым ребенком. Да? Больше, конечно, что это ваш партнер либо партнерша. Да? Если вы мужчина, то это ваша женщина. Если вы женщина, то это ваш мужчина. А у вашего партнера какие-то интересные перспективы вырисовываются. И, возможно, это как-то связано с общением, дружбой, да? Вот с нужными людьми познакомиться, либо с какими-то крутыми людьми познакомиться. Либо на работе будет какое-то такое предложение, вот такое вот, знаете, стремительно летящей ракеты, да, вот, могут пригласить вообще в какую-то другую организацию, а могут предложить должность, да, причем там на несколько ступеней выше. И пока ваш партнер будет сомневаться, либо рассуждать, стоит, не стоит, нужно, не нужно там пользоваться этим всем, вы уже в мечтах, да, погружаетесь в мечты и уже рисуете себе очень классные перспективные картинки. Знаете, мои хорошие, тут даже призыв к вам идет, да? Прежде чем мечтать, убедитесь в том, что ваш партнер согласится, потому что ваш партнер может и не согласиться, там, не знаю, засомневаться, побояться. Может, мало ли там какие-то такие вещи, да, внутреннего содержания есть, о которых вы не знаете. Но, в общем, это в ваших руках настроить своего партнера
на то, чтобы ни в коем случае не упускал этот шанс, да, общения с очень такими важными, крутыми людьми, либо ни в коем случае не упускал шанс на то, чтобы карьерно развиваться и двигаться вперед. Даже если чего-то не знает, даже если, ну, скажем так, квалификация немножко не та. Всему можно научиться, всему нужно учиться. И если ты чего-то не знаешь сейчас, то ты можешь это обязательно узнать, да, выучить, отработать, стать мастером. Это нормально, это реально. И многие люди, кстати, теряют свои возможности из-за вот этих внутренних страхов, что типа, ну я же не знаю этой работы, да, я же никогда не был управленцем, а смогу ли я, как я буду с людьми общаться, а получится ли у меня, да, а это же ответственность. Неважно, неважно. Главное, чтобы голова на плечах крепко сидела, а все остальное приложится, да, и чтобы руки еще с правильного места росли. Все остальное приложится. Упускать такие возможности ни в коем случае нельзя. Нельзя, потому что, ну вот видите, какую огромную рыбу можно таскать без труда, просто вот голыми руками. Ну скажите, кому такие возможности выпадают? Сколько людей вы знаете, кому такие возможности выпадают? Кто по такому принципу живет, да, голыми руками огромную рыбу таскает из воды? Такого нету практически, да, единицы. Ну вот. Здесь возможность выбиться в люди, сделать головокружительную карьеру и стать серьезным, солидным человеком, да, респектабельным человеком. Но вам придется, конечно, быть рядом, быть поддержкой, опорой, ну и движущей силой, да, потому что ваш партнер может застесняться, побояться, засмущаться и отказаться. А вам главное этого не допустить. Вот не могу вам сказать, от чего же у вас перехватит дыхание. От того, что такие возможности откроются, либо от того, что ваш партнер, ну, скажет, а я не знаю, а я не уверен, и у вас там возмущение пойдет, вы скажете, да ты что, как так? Там же такие возможности, ну-ка быстро, да, собрался и пошел. Ну, мои хорошие, главное, чтобы к добру было, да, главное, чтобы там выгорания не было, и чтобы человек себя комфортно чувствовал. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.